Кафедра радиолокационных средств создана в 1948 году для обеспечения подготовки специалистов по применению и эксплуатации радиотехнических средств. Необходимость их подготовки обусловлена развитием вооружения и военной техники и возросшей ролью авиации в проведении боевых действий. Радиолокацию называют глазами корабля, поскольку она должна обеспечить обнаружение и сопровождение всего, что находится выше уровня воды, в воздухе и в космосе. На кафедре готовят корабельных специалистов. Доля выпускников, не попавших на корабли и подводные лодки, не превышает 10% от выпуска. Особенность подготовки специалиста по радиотехническому вооружению заключается в том, что кроме получения фундаментальных инженерных знаний на уровне ведущих вузов страны, здесь готовят будущего командира. Немало выпускников кафедры стало впоследствии командирами кораблей, подводных лодок, их соединений и объединений. Принципиальное отличие от выпускников гражданских вузов заключается в том, что здесь готовят не только инженера, а еще и полноценного руководителя, будущего лидера в коллективе. И каждый выпускник должен быть готов к грамотным действиям в сложной стрессовой ситуации в условиях жесткого лимита времени. Только в таком случае можно рассчитывать на успех в современном морском бою. Учебная база кафедры представлена тренажерами и действующими образцами современных радиолокационных средств. Совместно с исправленным проектом 955 следует проект выполнения боевой задачи. В районе работает тяжелый огнедующий крейсер Адмиралтейского Советского Союза Кузнецов. В районе, где находятся корабли иностранных ВМС, РЗК «Тольятти» и фрегат «Уронь Ньюкасл». Ожидается применение средств воздушного нападения с двух направлений. Носитель двух ПКР, штурмовик Стерлинга-270 и носитель двух ПКР, штурмовик Стерлинга-180 грамм. Может в любой момент времени изменить элементы движения. В настоящее время в радиолокации переплелись передовые достижения в области электроники, сверхвысокочастотной техники и информационных технологий. Область применения не ограничивается только противовоздушной обороной. Это и обеспечение безопасности плавания, управление воздушным движением, охрана наиболее важных объектов, различные научные исследования, поиск полезных ископаемых и так далее. Специальность является хоть и сложной, но очень интересной и перспективной.